Донбасс все еще в огне, но мы обязательно победим. У нас просто нет другого выхода. Наши ребята, бойцы, это отлично понимают, ведь они не на чужой земле. Донбасс, он всегда был близок к России, когда-то к Российской империи. И, к слову, татары сыграли важную роль в становлении этого славного рабочего края. Не знали? А тогда скажите, что связывает английского предпринимателя XIX века Джона Юза, татарского поэта Хади Такташа с постановкой театра имени Галиаскара Камала «Голубая шаль», с событиями на Донбассе и Национальным музеем Татарстана? Иногда познавательно углубляться в историю. Британский промышленник Джон Джеймс Юз в 1869 году учредил Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств и основал поселок, названный в его честь Юзовка, который в 1917 году получил статус города. Затем он назывался Сталин из Сталина. И в ноябре 1961 года город Сталина получил название Донецк. В те годы, когда тут начали возникать очаги индустриализации, то есть в последней трети XIX века, здесь наблюдалась первая волна миграции татар из Поволжья. Менять среднюю полосу России на Приазовские степи, которым было суждено стать Донецким каменноугольным бассейном, наших предков заставила нужда. К 1913 году 70% российского угля добывалось на этой территории. Добыча угля на Донбассе была более 1,5 миллиарда пудов в год, в то время как на территории остальной России добывалось 228 миллионов пудов. К 1920 году эти цифры практически сравнялись, то есть на Донбассе добыча резко сократилась до 260 миллионов пудов. Потребовалась дополнительная рабочая сила, и была очередная волна миграции. Сельские жители бежали от коллективизации, голода, чтобы заработать на шахтах. Тогда, в 20-е и 30-е годы 20 века, была организована целая агитационная кампания, участие в которой принял и татарский поэт Хади Такташ, посетивший те края. Драматург Карим Тинчурин написал пьесу «Голубая шаль». Появилась песня о шахтерах на татарском языке. В фондах Национального музея нашлось немало экспонатов, связанных с освоением татарами территории Донецкого бассейна. Сейчас начата подготовка к организации выставки. Изначально она была написана «Шахтер егет ятып кылый одеялын ябынып, ятса йоколары келмей, туган илин сагынып». Была ностальгическая, естественно, уехали из родины в поисках счастья. Летят гуси на Донбасс, я за ними. Спущусь я в шахту, буду уголь добывать, но что делать буду без тебя. Таким был первоначальный текст татарской песни «Шахта», от первого лица, мужская. В 50-х годах был заказ писателю Шайхи Маннур. Он написал уже эту ностальгическую песню на любовный лад. «Уезжает мой милый на Донбасс, обещал меня не бросить». Это уже правленный вариант, который поют сегодня, и это женский вариант о прощании с любимым и надежде, что вернется. Шахты заваливаются, люди гибнут, и таких случаев много было. И это в песне тоже отражено. В прощальной песне говорится: «Я буду верным тебе, если не буду задавленным в шахте». Со второй половины XIX века на донбасские шахты рабочие с Поволжья выезжали. Это были и татары, это были и представители других поволжских народов. Ну и, собственно, песня «Шахтеры», знаменитая народная татарская песня, и спектакль «Синяя шаль», «Зенгер-шель», о которой столько мы говорим, о которой столько мы знаем, они посвящены именно этому периоду и свидетельствуют как раз о тесной связи Татарстана и Донбасса на протяжении многих десятилетий, даже столетий. Про первую волну миграции татар на Донбасс известно немного. Тогда эти земли только начинали осваиваться. Первые металлургические заводы и шахты по добыче угля для них строились рабочими, приезжавшими со всей страны – России. Жить надо. Земли мало у татар. Поэтому, конечно, приходилось очень трудно. И много уезжало людей именно вот Донбасс. Вторая волна миграции рабочих Поволжья, Урала, Сибири и других регионов России началась после революции в 20-е годы.
Об этом периоде немало документов в фондах Национального музея Татарстана. Революция и гражданская война отразились на промышленности Донбасса. Добыча угля сократилась 5-6 раз по сравнению с дореволюционным периодом. Понадобилась снова рабочая сила, чтобы восстановить былое величие. У нас 20-е годы, да, агитация за то, чтобы, во-первых, рабочие ехали на Донбасс, во-вторых, есть очень интересные плакаты, которые рассказывают о том, какие социальные блага будут ждать того рабочего, который приедет на Донбасс. Обещали денежное вознаграждение в размере 123 750 рублей. Там обещали жилье, также обещали продуктовое довольствие. Среди уехавших немало было представителей татарской интеллигенции. Давали стране угля писатели Шариф Камал, Максут Сандукле, Ахмед Файзи вел просветительскую деятельность. А есть, например, интересная на данный момент изучаемая рукопись Тази Гизата, которая посвящена Донбассу, и это его путевые заметки в период пребывания в этом регионе. Есть большой комплекс предметов, которые принадлежали Хади Такташу. И на выставке можно увидеть его командировочное удостоверение, потому что в 1930 году Такташа направили на Донбасс для сбора материала о быте и деятельности татарских рабочих, шахтеров, металлургов. И эти материалы затем легли в основу его киносценария «Камиль». Постепенно появляются национальные школы, тематические кружки, газета на татарском языке. Татары оседают здесь, заводят семьи, переманивают близких с малой родины. Вот эта вот небольшая записка, автор ее, к сожалению, неизвестен, она не подписана, но она как раз упоминает о том, что в конце 30-х годов население Сталинского района Донбасса, город Сталина – это нынешний Донецк. И вот как раз население, нынешним языком выражаясь, Донецкого района достигло 40 тысяч. Только одного района. Вы можете себе представить, сколько было еще татар, живущих в Донбассе, да, в остальном Донбассе. Следующая волна подъема Донбасса еще до окончания Великой Отечественной войны. После освобождения от фашистов стали восстанавливаться шахты. Потомки татар, переехавших туда в разные годы, и сегодня живут на донецких землях. Эти кадры снимались в мае этого года в Луганской республике. Национальные костюмы и традиции передаются из поколения в поколение. Гостей из Татарстана встречают по местным обычаям, но на родном языке. Мои предки приехали сюда на заработки, познакомились, поженились. Я здесь родилась, но мы не теряем связь с Казанью. В 2012 году преподаватель русского языка Флюр Карачурин съездил в Казань и, вернувшись, решил, что в городе Алчевск, Луганской тогда еще области, должен появиться татарский культурный центр. Главная задача наша была в 2012-м объединить татар. Мы начали это, мы собирали татар, проводили мероприятия, и вдруг неожиданно началась война, 2014 год. Оказалось, что мы свою работу сделали. И в 2014 году мы помогали нашим татарам осваиваться в новых условиях войны. С тех пор дружба с Казанью только укрепилась. Флюр Карачурин напомнил о татарах Донбасса на 30-летии Всемирного конгресса татар в августе этого года. Татарлар Алчев шәһәренә 1890 елда килә башлаганнар. Татары в город Алчевск начали приезжать в 1890 году. Торговец-меценат Алексей Алчевский решил построить металлургический завод. В этом строительстве участвовали много татар. Многие там и остались жить, нашли свою судьбу. В мае делегация Донбасса из 8 человек приезжала на торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Имам мечети города Снежной Донецкой республики Шамиль Богданов вспоминает 2013 год, когда журналисты программы «7 дней» побывали у них в гостях. Мы все связаны одним желанием – соединиться со своим народом. Век глобализации это стало очень просто, получается. Все расстояния сократились. Теперь от нас зависит, соединимся ли мы, все татары всего мира, в одну нацию. Все у нас было связано с Россией. Мои корни, мои родители сами из Пензенской области. Вот. Жена у меня тоже родом из Пензенской области. Наши все родители, они родились то здесь, мои родители в Чистополе, моя мать. Так что я уже родился там в Шахтерске. А с 2002 года Казань и Донецк являются городами-побратимами. Об этом свидетельствует договор о побратимстве и партнерских отношениях, подписанный тогда мэром Казани Камилем Исхаковым и главой Донецка Александром Лукьянченко. И татары чувствуют себя, конечно, так же, как и здесь
составной частью своего народа. И более того, конечно, они могут вот такую миссию обеспечения взаимопонимания между русскими и украинцами. Зуфар Давлетшин, лейтенант Садридинов, Роман Безменов, Азат Самигуллин. 7 дней.